Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Какая правда в святке вам откроется? Святки — это очень необычное время, когда небеса открыты, когда чудеса случаются. Давайте посмотрим, какая правда вам откроется именно сейчас, в святке. О чем не знаете, чего не видите, чего не замечаете, кто что от вас прячет и скрывает. Пусть вся правда нам сейчас откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Конь. Смотрите, на камне стоит конь. Вот. Красивый конь, грива такая длинная, хвост такой длинный. Конь гордо голову вверх поднял, смотрит в правую сторону, в вашу сторону смотрит. Работа. Все, что касается работы. Лошади, да, они символизируют труд, работу, собственное дело. Любое дело, которое приносит вознаграждение, которое можно монетизировать. Конь, как даже не на камне, а на пьедестале стоит. Я так понимаю, что Новый год, да, у нас, когда он начнется там, по китайскому календарю, он будет для вас очень необычным. Год, редкий год в вашей истории жизни. Год перемен, достижений, прорывов, особенно все, что касается работы, рабочих моментов, карьеры, собственного дела. И также такая мощная лошадь сама по себе символизирует скорость. Скорость, уверенность в себе, скорое достижение тех целей и планов, которые вы сами себе ставите. 17 февраля. День переворота. День, когда ваша жизнь возьмет стремительный курс на перемены. 17 февраля начинается год красной огненной лошади. Очень символично, прям очень. Этот год вы не забудете. Это переломный год. Год, когда и возможности есть, и сил хватает, и мечты исполняются. И события для вас очень сильно ускоряются. Кто-то за один этот год успеет и карьеру построить, кто-то бизнес раскрутить, с нуля поднять, кто-то и денег много заработает, а кто-то все прям разом покроет. Мои хорошие, чудесный год, но есть одно условие. Лошадь, она ведь быстрая, когда она здорова, когда она сыта и когда она хорошо отдохнула. Если вы будете хорошо работать, правильно отдыхать, правильно питаться хорошо, то у вас все будет получаться. Все. Оторветесь, потому что конь у нас на камне, на пьедестале стоит, выше других. Кто зашел на эту отсыпку? Да, вы все разные. Меня смотрят разные люди, мужчины и женщины, разных возрастов, живут в разных странах. Поверьте, вас объединяет именно этот информационный посыл. На YouTube ежедневно выходит огромное количество разных гаданий. Вы попали именно на это. Случайности не случайны. Вам сама судьба, сами высшие силы пытаются донести информацию, приведя вас именно на эту отсыпку. Не на расклад, не на какое-то другое гадание, именно на эту отсыпку. Послушайте. Год чудесный, прорывной, волшебный, но вы со своей стороны тоже должны соблюдать правила. Высыпаться, правильно питаться, и, конечно же, не сидеть на попе ровно. Извините за грубость, но хочу доступно объяснить. Волшебный год. Потом вспомните, мы с вами встретимся в конце этого года и обсудим, как для вас прошел этот год. Мне идет, что вы многого добьетесь. Прям прорыв прям чувствуется.
Даже вот показаны какие-то люди, которые, несмотря на время, несмотря на обстоятельства, будут возвращаться в вашу жизнь. Не все люди хорошие, не все с толком, с пользой, с расстановкой, но тем не менее очень много людей вернется. Ну, либо попытаются вернуться, восстановить отношения. Ну и также показано, что у кого-то из вас прям какой-то головокружительный роман, любовная история. Вы успеете ровно за год и встретиться, познакомиться, и влюбиться, и даже жениться. Тут у меня жених с невестой, причем жених такой вот прям, знаете, шикарный, а невеста, ну, красавица. Невеста, женщина невероятно элегантная, утонченная, стильная, такая вот, знаете, мимимишная даже мне идет, но при этом у нее такой стержень, а мужчина мне идет вот какой-то героический, может, у него какие-то награды есть, да, может, он действительно в чем-то где-то герой, но при этом он женщине уступает, да, то есть в паре все-таки главное, либо последнее слово будет за женщиной. И это не слабость мужчины, это его великодушие, это его любовь к женщине. Очень счастливая пара, очень счастливый союз. Мои хорошие, может быть, вы уже отчаялись найти свою вторую половинку. Может быть, вы пережили очень неадекватные отношения, болезненные отношения, и теперь просто боитесь даже в эту сторону смотреть. Но вас предупреждают, что вот она пара, тут жених с невестой, все законно, все четко. Хотите вы этого, не хотите, небеса говорят надо. Это ваша судьба, это уже прописано. Именно в этот год вы должны встретить своего человека. Мужчина встретит женщину, а женщина встретит мужчину. И еще есть события с правой стороны. Возможно, вы сейчас находитесь в отношениях, но эти отношения, они не жизнеспособные. То есть, возможно, вы их там спасаете, пытаетесь на плаву держать. Кто-то скажет: ой, ну у меня же дети. А кто-то говорит: а мне некуда деваться. А кто-то скажет: а я верю, может, мой человек изменится. Этот год все проявит. И хорошее, и плохое. То, что тонко, то порвется. То, что сильно, то и укрепится. Ну вот мне идет, что здесь настоящая любовь будет. Еще раз говорю, хотите, не хотите, уже все прописано. Ну, по судьбе вам это идет. Судьбой положено. Вы все равно примете. Потому что не удастся вам от этого спрятаться и не удастся от этого скрыться. Кстати, у кого-то еще по этим знакам, вот опять же, да, вот люди из прошлого появляются. Возможно, возобновление отношений с человеком, с кем вы очень давно не виделись, с кем связь не поддерживали, с кем у вас в прошлом либо любовь была такая юношеская, там, либо школьная любовь, может быть, и не школьная, но вот что-то было, да, какие-то искры летали, но, к сожалению, не реализовалось, да, вот вы разошлись, потому что ни вы, ни он не были готовы к совместным отношениям, да, к совместному проживанию, к тому, чтобы построить семью. Время прошло, да, а чувства никуда не делись. И когда вы друг друга увидите, чувства опять вспыхнут, но вам действительно придется как будто бы заново знакомиться, потому что за это время вы оба очень сильно поменялись. У вас выработались другие привычки, другие пристрастия, другое мышление. Все уже другое, понимаете, вы зрелые люди, вы повзрослевшие люди. Заново, да, будете знакомиться, заново будете открывать друг друга для друг друга. И поверьте, это будет очень интересно. Прям очень. Ну вот с вашей стороны пара, счастливая пара с вашей стороны. Как хотите, но вот счастью и любви точно быть. У кого-то в этом году ребеночек появится. Причем ребеночек на вас очень будет похож, либо внешне очень похож, либо вот по характеру, по ментальности будет прям ваша копия, как зеркальное отражение. И это очень хорошо. Ребенок ваш наследник, либо наследница. И как будто бы еще в вашем ребенке вот все самое сильное и лучшее от вас прям не только проявится, но и как удвоится, либо утроится.
И также, мои хорошие, вижу, что у кого-то ребенок вашу мечту пришел реализовать. Ну, допустим, вы мечтали стать известным человеком, там, не знаю, актрисой, актером, певцом, певицей, там, художником, допустим, либо политиком кто-то мечтал стать. Ну вот ребенок реализует вашу мечту. То есть за вас двоих, да, дотянется. И прям с детства будет у этого ребенка вашего стремление, желание точно такое же, как было и у вас. Вот прям идиллия мне идет. Вас Боженька благословит на такого ребеночка. Дальше показано, что в вашей жизни появится человек, который будет предлагать вам помощь. Но эта помощь, она какая-то, знаете, не очень полезная. То есть человек вроде как предлагает, хорошее дело делает, но взамен, что попросит взамен? А взамен может попросить очень многое. И такое, знаете, вот не по силам вам. Ну, либо нечестно, да, нечестно, что так много просят взамен. Не надо кидаться во все тяжкие. Я вижу, что вы и сами можете справиться без всякой помощи. В любом случае высшие силы вас не оставят. Вижу, что в вашем роду, либо конкретно для вас, есть такое условие, что если вы сами можете справиться, то высшие силы в стороне стоят. То есть они это знают, они стоят в стороне. Но если есть ситуация, где вы справиться сами не можете, высшие силы всегда вмешиваются и всегда вам помогают. Помощь, понятно, по-разному приходит. Да? Ну, кого-то посылают, у кого-то идет облегчение, у кого-то перемены внезапные, ну по-разному. Вот здесь показано, что вы можете справиться. Высшие силы не будут вмешиваться. Но какой-то человек попытается использовать эту ситуацию себе на благо. То есть человек придет и скажет: а я тебе помогу, я для тебя сделаю. Но когда встанет вопрос об компенсации, о награде, то награда окажется очень несправедливой. Поэтому лучше пробовать свои силы, да, своими силами решать проблему. И будьте уверены, что если вам что-то не по силам, высшие силы всегда вмешаются. А люди вам для того, чтобы что-то решать, либо чего-то добиваться, не нужны. Вы сами справитесь. Чтобы не было такого неудобного момента, да, что человек вами воспользуется, либо оберет вас до нитки. Чтобы такого не было. Ну, тут какой-то очень хитрый человек. Очень хитрый и очень льстивый. И умеет втереться в доверие. И вот такие сладкие речи будут говорить. Не нужен вам этот человек, и не стоит связываться. Это может быть и мужчина, и женщина. Но вы сами можете все. Не бойтесь пробовать, не бойтесь сами решать свои проблемы. У вас все получится. Знакомьтесь с собой, пробуйте себя. Многие из вас вот живут и не знают, на что они способны. А пока не попробуешь, так и не узнаешь. И всю жизнь можно прожить и не знать, на что ты способен. Угу. Можете. Не дайте собой воспользоваться. Не дайте себя обобрать до нитки. Иначе вот прям осадочек останется. И это прям надолго останется. Может, даже и на всю жизнь будете вспоминать с горечью этот момент, когда позволили вот такому случиться. Этот человек скоро появится, буквально, может быть, в этом месяце, либо в следующем. И давай вас умасливать, давай вам песни петь, что вот я просто так, по доброте душевной, хочу тебе помочь, дорого не возьму. Не верьте. И никакие документы еще не подписывайте. Потому что, да, через документы могут вас привязать. И через документы могут и через суд с вас стянуть, понимаете? Никто просто так ничего предлагать не будет. И уж тем более сам вас искать не станет. Поэтому будьте поосторожней. Дальше, мои хорошие. Семью показывают. Семья, которая под крышей хоровод водит. Новоселье, переезд, либо какой-то ремонт, да, хороший ремонт, капитальный ремонт, допустим, обновление в доме. Может быть, еще вы сейчас не вместе со своими близкими, либо семья раздроблена и живет в разных местах, да, в разных даже, может, городах, странах. Вот вижу, что будет повод собраться у кого-то появится возможность опять воссоединиться, всем вместе быть. Ну а кто-то действительно будет праздновать новоселье, переезд, может, покупка жилья, либо переезд на новое место.
Ну и у кого-то будет ремонт, 100% будет ремонт. Причем ремонт, если будет, то это капитальный ремонт, полное обновление, апгрейд. И люди просто счастливы, да? В новых условиях будете жить, в чистом, светлом, красивом пространстве. По своему вкусу сделаете, либо, может, даже какого-то наймете дизайнера, который вам все сделает замечательно. Ну, хороший знак. Просто так никто хороводы водить не будет. Повод серьезный должен быть. Хоровод — это радость, это счастье, это удовольствие, это веселье, да? И тут прям семья у меня пляшет. Дальше, мои хорошие. Восстановятся отношения. Человек, с кем у вас отношения сломались, вышли из строя, пойдет на крайние меры, будет перед вами, не знаю, там с бубном плясать, пока вы не простите, либо не согласитесь помириться. Человек очень сильно жалеет, что вы поссорились, поругались. Человек признает свою неправоту, но этого мало, да? Для вас этого мало. Скорее всего, вас как-то очень несправедливо обидели. И вы не то чтобы прощать не хотите, вы просто не хотите больше взаимодействовать. Вы боитесь, что ситуация повторится, опять вам будет неприятно и больно, и вы закрылись от этого человека. Но этот человек, конечно, своим усердием протопчет дорожку к вашему сердцу. Я вижу, что вы смягчитесь, и вы не пожалеете. Больше человек никогда вас и не обманет, и не предаст, и никогда себе лишнего в вашу сторону не позволит. Будет всю жизнь вину свою чувствовать и будет жертвовать даже собой, своими интересами в угоду вам. Потому что вы дороги для этого человека. Человек побыл без вас, понял, как это плохо, горько, больно, и теперь никогда вас не потеряет. Никогда не позволит опять такому случиться, чтобы вы перестали общаться, перестали контактировать. Сильный момент. Дальше показывают зубы, даже не зубы, клыки, скорее всего, да, это клыки острые такие, длинные. Это зубы ваших врагов, либо недоброжелателей, либо завистников, либо тех, кто точил на вас эти зубы, да, клыки свои готовил, кто хотел укусить, либо кусал вас по жизни. Открыто, либо скрыто, это уже не важно. Важно, что зубы вот высыпались и лежат у вас под ногами. Не могу сказать, то ли вы сами что-то будете предпринимать, да, чтобы выбить зубы своим врагам. Условно, конечно, не надо все буквально воспринимать. Либо, может, и высшие силы что-то такое применят, да, зубодробительное для ваших врагов. Но лишаться враги зубов, значит лишаться своей силы, возможности кусать. Укусов больше не будет. И это хорошее время. Время, когда вам не нужно остерегаться, оглядываться постоянно назад, когда не нужно переживать, когда не нужно жить в постоянном напряжении, да? А что там враги выкинут, а что там завистники сделают, да? Просто закончится. И еще, мои хорошие, идет информация о том, что вы как будто бы что-то делаете, либо чего-то добиваетесь, что даже ваши враги начинают вас за это как уважать, наверное, восхищаться вами, да? Не только уважать, но и восхищаться вами. Почему зависть идет, да? Потому что человек сравнивает себя и вас. А когда человек вами начинает восхищаться и уважать, уже этого сравнения нет. Человек уже априори ставит вас, садит вас на трон и говорит: да, она лучше меня. Поэтому завидовать нет смысла, да? Но она лучше, она доказала, что она лучше, либо он доказал, что он лучше. Вот, это тоже очень хороший знак. То есть не могу сказать, что сделаете, понятно, что вы все разные, но сделаете так, что вас даже ваши враги, завистники и недоброжелатели начнут уважать и вами восхищаться. Возможно, вы и сами от себя этого не ждете, но вы это сделаете, вы этого добьетесь 100%. Дальше. У кого-то очень витиеватый и достаточно сложный путь выхода из кризиса. Кризис мне больше похож на финансовый, да, с деньгами проблемы. Может быть, вы в долгах, как в шелках. Может быть,
Сейчас с работой какие-то серьезные проблемы, может быть еще что-то. Но выход у вас есть. Эта дорога не самая быстрая и не самая легкая, но вы этот путь осилите. Для вас вот самое главное с этим покончить, и вы покончите. Опять же, лошадь показали, да, работа будет, деньги пойдут, и, возможно, да, у вас много долгов, вы сможете расплатиться, причем расплатиться еще до середины года у кого-то получится, а может даже и того раньше. Дорога тяжелая, но вам она по плечу, вы это сделаете, выход из кризиса идет. У кого-то кризис, возможно, связан со здоровьем, да, вот, запустили вы, либо не было возможности лечиться. Но и тут вы выход тоже найдете. Кто-то найдет какие-то гуманитарные программы, социальные. Кто-то, возможно, даже поедет куда-то далеко к специалисту, к специалистам, да, которые узкопрофильно занимаются именно такой проблемой, как у вас. То есть вы добьетесь того, чтобы у вас началась ремиссия. Вы добьетесь того, чтобы ваше здоровье пошло на поправку. Вы устали болеть. Такая жизнь вам не нравится. Вижу, что выход у вас будет, 100% будет. Опять же, мне идет, что полгода. Может раньше, может чуть позже. Но золотой стандарт — это полгода, выход из кризиса. Что бы это ни было, чего бы это ни касалось. Дальше. Вы где-то станете главным, либо главной в семье, в отношениях, на работе, в делах, в какой-то ситуации. Как ведущую роль занимаете, либо вы лидером становитесь. Хоть вы этого и не ищете, и не ждете, но лидерство найдет вас само. Ну, либо вот придется, да, вы скажете, сейчас еще какой-то дурак придет, будет тут всех мучить и кошмарить, лучше уж я. Да, хоть я это и не люблю, и не хочу, но лучше я. Но еще здесь показывает что-то про движение, политику, общественное какое-то начинание. Вот буквально за вами захотят пойти люди, либо конкретно люди за вами пойдут, за вашими идеями. Вот прям вокруг вас будут собираться, объединяться люди, они в вас верят. Вы их путеводная звезда, либо вы их наставник, гуру, да, вот они идут за вами. Опять же, вы этого не искали, вы не будете этого искать, но само вас найдет. Будет немножко не по себе, будет немножко страшно, ну, потому что это большая ответственность вам. Ну, вы человек обязательный, да, вы не можете подвести людей. Но с другой стороны, когда вы увидите эти глаза, полные веры, вы скажете, я не могу подвести этих людей, я должна. Они от меня ждут, не от кого-то, а в меня верят, да. Вот кто-то из вас даже вот в политику, ну да, мне идет, что это политика. Ну, может быть, да, общественное движение какое-то с большим влиянием на самом деле. Все начнется с чего-то малого, а закончится действительно великим. Вот хоть бейте, хоть режьте, явно на этой цыпке какие-то будущие политики. Причем не просто там политик, да, депутат, а кто-то серьезный, который будет влиять на судьбы и жизнь людей, общества, да. Как-то вот, знаете, само собой это начнется. А у вас как нет других дорог, только это. Почему-то политика идет. Ну, что идет, то идет. Значит, вам нужно это знать. Дальше. Вы смените наряд, вы смените одежду. И тут имеется в виду не фасон, не что-то конкретное, а именно цвет вашей одежды. Вы, возможно, из практичности, а возможно, из настроения, да, носили какие-то темные цвета. Темное, очень темное, темнее некуда. А теперь вот какие-то краски у вас появятся. Краски, яркость, причем насыщенное что-то, да, вот прям такое. Цвет «вырви глаз» называется. Вам будет очень к лицу, вас будет очень освежать, и это станет вашим стилем, да, вот яркость. Вы и сами очень яркий человек, просто, да, вы не подчеркивали свою яркость, наоборот, ее как-то скрывали, может, стеснялись себя. А тут прям захочется, и возможность будет, и почему бы и нет.
И опять же, какие-то обстоятельства, которые требуют, чтобы вы были ярким человеком. Даже не прихоть, не желание, а какие-то обстоятельства, и это требование, да, быть ярким человеком. Дальше. Вижу, что кто-то из вас от лишнего избавится. Лишнее. Что может быть лишним? Лишний вес. Может быть, может быть. Может, вы долго не могли похудеть, либо вы уже начали этот процесс, но пока особых результатов, там, конкретных особых результатов не добились, там, по чуть-чуть, да, сходит и назад возвращается. Кто-то избавится от лишних забот, от лишних проблем, от лишних каких-то обязательств. Ну вот избавляетесь, прям как от себя отрезаете, отсекаете. Сначала будет немножко страшно, а потом вы во вкус войдете и себя значительно облегчите, освободите. Мне вообще идет, что вы как новая версия себя. И еще мне идет, что вы очень лицом поменяетесь. Но опять же, да, если человек похудел, то у него и лицо поменялось. Если человека не омрачают какие-то проблемы, то у него и лицо ясное, да, не хмурится, а улыбается. Понимаете, вот лицом поменяетесь. Очень много комплиментов будете выслушивать в свою сторону. Все будут говорить: ой, ты так изменился, ты так изменилась. Расскажи секрет. Ну, вам-то и особо рассказывать нечего, да, потому что у вас все стандартно. Надо просто решиться и следовать своим путем. Да, и все получится. Дальше. Цыплята какие-то вокруг вас. Ну, птенцы, да, может, и не цыплята, может, и птенцы. Прям бегают за вами. Куда вы, туда и они. Но с другой стороны, как говорят, цыплят по оси не считают. То есть у вас все начинается с цыплят, а заканчивается такими прям толстенькими, полненькими курочками, увесистыми курочками. И почему-то у вас курочек больше, чем цыплят изначально. Это возможности, это результаты, это достижения, это то, что вы себе в актив записываете. Вот под конец года вы собой будете чрезмерно довольны. Вы скажете: вот это эффективно, вот это я год прожила, да, прожил, вот это я добился, вот это я добилась. Прям очень многое случится. Вы то ли научитесь как-то возможности из воздуха добывать, то ли вы любую возможность будете удваивать, утраивать. Почему бы и нет? Это волшебство в чистом виде, конечно, но с другой стороны, а кто сказал, что вы не волшебник? На такой лошади да что угодно можно сделать, и чего угодно можно добиться. Дальше какие-то тиски показаны. Вы эти тиски разорвете. Сейчас вас эти тиски вот как сжали, и вы пошевелиться не можете, как в парализованном таком состоянии находитесь. Но вы разорвете эти тиски. И еще я вижу, что вам в этом что-то поможет. Что-то станет отправной точкой для вашей борьбы за свою свободу. Что-то, какие-то события, перемены, либо чей-то пример, что-то станет для вас, да, толчком. Может, даже какое-то знание. Вы получите знание, вы скажете: да, хочу, могу, буду. И тиски разорвете. Больше никто и ничто не будет вас ни сжимать, ни удерживать. Может, это чье-то влияние, может, вы живете в чьей-то тени, может, кто-то вас подавляет, да? Да что угодно, в принципе, может отыграться. Но вы это сделаете. Дальше. Здесь показан человек, который тоже на лошади, но он сидит задом наперед. Да? Вот она лошадь, голова, ноги, хвост почему-то очень длинный. И сидит человек и смотрит на хвост этой лошади, задом наперед едет. Но едет в правильном направлении, слева направо едет. Скорее всего, это не вас касается, хотя, может быть, и вас. Здесь как будто бы судьба сделает выбор за вас, либо вы сделаете выбор за какого-то человека. Иногда, да, так в жизни бывает, что человек сам себе помочь не может, человек заблудился, потерялся. Вроде взрослый человек, а как ребенок, да, младенец. Скорее всего, вы кого-то на лошадь такие пристроите, да, и в правильном направлении отправите, как вслепую, да, ты едь. И человек доедет. Возможно, у вас есть дома кто-то, кто сам себя найти не может.
учиться, работать, да, вот что-то не хватает человеку для того, чтобы начать. А вы это сделаете, вы посадите этого человека на лошадь и отправите. Ну, у кого-то отыграется, что это вас судьба посадит на эту лошадь и отправит в нужном, правильном направлении. Опять же, разное состояние у людей. Кто-то действительно по жизни потерялся. Ну вот столько много плохого случилось, что вы просто потерялись в какой-то момент. Судьба такая: не переживай, я знаю, что нужно делать. Вас посадят, вы поедете. Правильно поедете. Не вот куда-то там в дебри, а именно туда, где будет хорошо, полезно, справедливо, честно, денежно, эффективно. Туда поедете. Ну, либо кого-то посадите вы, и человек поедет в правильном направлении. Вы толчок дадите, да? Как там говорят, волшебный пинок. Для вас, либо для вашего близкого человека. Нет, это не больно. Абсолютно нет. Не переживайте. Никто не обидится. Вы тоже не обидитесь. Дальше. Указано, что вы какой-то большой-большой костер запалите. Нет, все начнется с одной лучины, но потом огромный костер будет гореть. Да так сильно, вот прям до самого неба. Все озарится вокруг. Может быть, это ваша идея, да? Сначала будет идея, а потом действие за действием и огромный костер. Но у кого-то отыграется даже какая-то страсть, но эта страсть не к мужчине, к женщине, это страсть к какому-то делу. Прям так загоритесь, разгоритесь. Весь мир увидит этот костер, да? С космоса будет видно, как горит, пылает. Но это событие с вашей, с правой стороны. Хороший знак. Вы, вот мне идет, что даже не представляете, на что вы способны и чего можете добиться в очень короткие сроки. Почему-то, ну вот, может, жизнь так сложилась, да, либо такой пример был перед глазами, либо вы сложный период прожили, испытаний, кармы, и вы уже как разуверились во всем. Ну, чудеса типа для детей, да, это все сказки. Но любой человек в любой момент может действительно кардинально изменить свою жизнь. И что бы сейчас ни происходило с вами вокруг вас, поверьте, вы прорветесь. Ваша судьба, она в другом. Вы рождены для побед, вы рождены для прорыва. Вы воины, вы борцы, вы победители. Просто себя еще не до конца вы разбудили, да, сила еще не до конца пробудилась в вас. Но вы в правильном направлении движетесь, вы к этому идете. И этот год вам это все и докажет, и покажет, и проявит. Вот еще раз говорю, встретимся в декабре и обсудим, да, что произошло у вас за этот год. Я думаю, что вам будет что сказать, о чем рассказать. И этих историй будет очень-очень много. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.